Итак, в эфире программа «Турбаза». В этом выпуске мы решили поговорить о Восточной Абхазии, как развивать туризм в этой части республики, потому что, как правило, более развитыми в плане курортов являются западные районы республики. Новый министр по туризму Астамур Логуа представил инициативу создания нового экскурсионного маршрута «Сказочная Восточная Абхазия», который объединит наиболее интересные туробъекты в восточной части страны. Вот как раз об этом мы подробно и поговорим вместе с моим коллегой, соведущим Лашей Кугоня. Лаша, приветствую. Да, привет, всем здравствуйте. И представим нашего гостя. У нас в студии министр по туризму Астамур Логуа, Астамур Омарович. Мы рады вас видеть здесь. Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли для нас время. Спасибо за приглашение. Добрый день, коллеги. Лаша, начнем, наверное, с инициативы Астамура Умаровича. Вот интересно было, да, вот вы сразу же начали с такой интересной идеи создания экскурсионного маршрута «Сказочная Восточная Абхазия». Расскажите немножко, вот какая идея вложена в этот проект и что уже вы смогли сделать? Ну, в первую очередь, хочется отметить, что мы приступили к работе, скажем так, не разгар сезона, но не было так предварительной работы, и по этой причине прошу прощения, если кого-то не успел еще увидеть, объездить какие-то районы, но в ближайшее время, прямо сегодня, мы планируем съездить в курорт Пицунду, затем за другие объекты. Но что касается Восточной Абхазии, значит, вы знаете, что неравномерно развивается наша страна. К большому счастью, Западная Абхазия послевоенные годы динамично развивалась, и сегодня нам абсолютно не стыдно говорить о том, как развит туризм, как развивается туризм в таких городах, как Гагра, Пицунда, Гудаута в последнее время, лакомый, красивый самый кусочек Новый Афон. И мы хотим сделать что-то правильное в Восточной Абхазии для того, чтобы туризм, который... Я не могу отметить, что там ничего нет. Нет, это не вот так. Я тоже хотела, что там тоже подтягивается. Вот обратите внимание, за последние 5 лет появились новые объекты в Восточной Абхазии. Это вот, например, Тамыш-Вилледж, это, например, «Жемчужина», чемчирская гостиница, которая была восстановлена нашим инвесторам, абхазами, что еще прекраснее, да, что наши люди вкладывают свои денежные средства в развитие туристической отрасли в Абхазии. Но нам кажется, что у нас очень много еще работы впереди, и в Восточной Абхазии есть красивейшие места для того, чтобы организовывать туда большие потоки экскурсионных, маршрутов, скажем так. И каждый день, вот вы сказали, маршрут новый. Мы тогда планировали, там село Кындых, Творчал, пещеру Отапскую, допустим. Но за последние дни мне поступило очень много звонков. Люди звонят и называют еще какие-то достопримечательности, которые... То есть, когда они услышали, что вот такой маршрут, они готовы свои какие-то предложения... Я, например, хочу сказать вот прямо в эфире здесь, что на меня выходили представители села Меркула, которые вот крепость древнейшую сейчас очищают, готовят ее для того, чтобы она была презентабельна, посещаема для туристов создавать. Вот эти ребята тоже рассказали, что, услышав о том, что министерство идет в сторону Восточной Абхазии, они тоже стали готовиться, хотят включиться в процесс, чтобы и село Меркула стало посещаемо туристами. Не могу не отметить, уважаемые коллеги, то, что я увидел в Порчале, безусловно, сейчас это уже прекрасный асфальт, дорога асфальтированная в эти красивые места. Но я говорил это тем ребятам, кто этим занимается, и хочу, чтобы вся Абхазия об этом узнала, что когда 10-15 лет назад эти ребята начинали там что-то делать, я не знаю, надо было быть большим энтузиастом, чтобы поверить в то, что большое количество туристов приедет в казалось, Порчал. Кто поедет? Дай Бог им здоровья, этих ребят надо награждать, вот так я вам скажу. Еще не могу не отметить, что прям на личную страницу Facebook люди пишут, приезжают, даже восточная, самый восток нашей страны, это Галский район, есть предложение оттуда, что можно показать, какие объекты показов, куда возить отдыхающих. Вот сейчас мы как раз этим занимаемся. Я думаю, что в ближайшее время какие-то наметки в виде небольшой концепции, как именно развить туристическую отрасль, скажем так, объекты показа, увеличить поток туристов в Восточную Абхазию, будет готово. Вчера на встрече с экскурсоводами, о которой мы говорили,
Как раз этот вопрос мною был поднят, и я попросил помощи и поддержки у нашего туристического сообщества, у людей, которые, скажем так, первыми встречают наших гостей. У гостей впечатление об Абхазии, об абхазах, об нашей культуре, традициях именно сквозь призму экскурсовода. Первое. Их предложение, да, конечно, чтобы они предложили, как они видят вот увеличение потока туристического в Восточную Абхазию, какие маршруты надо составить. Мне кажется, что мы должны вот именно таким образом работать для того, чтобы эта работа была эффективной. Ну, помимо того, что нужно создать объекты, куда люди могут приехать новые, нужно вокруг этого еще инфраструктура должна конечно. создаваться, плюс какие-то, да, транспортные вопросы нужно будет решить. То есть просто открыв пещеру, сложно будет привлечь туда. Ну, в пещеру нужны инвестиции, одну, по крайней мере, которую я видел. Но если все получится, все как мы задумали, я думаю, что и руководство страны уже как-то в частных разговорах, пока не официально, не на бумаге, но обещало оказать содействие для того, чтобы мы могли привести в порядок. Большое преимущество у восточной части по сравнению с западной в нетронутости природы. И спрос на экотуризм сейчас возрастает. И это большое преимущество. И хотелось бы отметить, Астамур Умарович, касаемо сел, развивается сельский туризм, и сами деревенские люди развивают. Мы часто здесь говорили про эко-чай, и сейчас Меркула подключилась. Это большая ступень к тому, что люди сами требуют развития. Ну, вы сейчас сказали про, значит, сельский туризм, скажем так. Он чуть-чуть отличается от агротуризма, но это, в принципе, одно и то же. Там совершенно маленькие различия. Это одно из приоритетных направлений, которое вот я озвучивал, и еще раз готов озвучить. Значит, инициатива такова, что мы хотим, любой абхазский руководитель всегда говорит, что надо связать село с туризмом, сельское хозяйство с туризмом. Надо сделать так, чтобы жителям, нашим гражданам, живущим на селе, жилось хорошо, чтобы они не покидали села, ибо на этом зыждется культура, язык и все остальное, то, что не может так сохраняться в городе. Вот мне кажется, конкретно под эти задачи мы будем стараться развивать агротуризм. Что это такое, как я его себе представляю? Да? Допустим, есть мировой опыт, мы смотрим, как это развивалось на Западе, в Европе, как это развивается сегодня в Российской Федерации. Очень большое количество людей хотят отдыхать именно вот в области, как агротуризм, хотят находиться в селе, питаться здоровой пищей. И мне кажется, что наши люди могли бы на этом хорошо заработать. Мы должны провести сначала просветительскую работу, подготовить наших людей, найти места, объекты, которые будут сертифицированы министерством, где можно останавливаться отдыхающим, проговорив это, безусловно, на уровне районных, сельских администраций, да, и мне кажется, что таких туристов будет много. Потом, обратите внимание, вы сейчас затронули и село Кутол, вспомнили и Меркулу, вот Абхаз-чай, да, допустим, такой же есть, чайные плантации есть и в Дурипше, это прекрасно. Мне кажется, что в такие села люди поедут отдыхать, которые могут свой быт потом провести на фабрике, посмотреть, как произрастает чай, как его готовят, как его значит, фасуют и так далее. Потом у нас есть много сел, я вот, например, знаю, где люди занимаются пчеловодством. Это тоже очень интересное направление для туриста, который будет отдыхать в этом селе, опять же, питаться настоящими местными продуктами и свое, скажем так, время может провести, наблюдая за тем, как же вот в Абхазии, у нас же отдельная порода пчела абхазская есть, как наша абхазская пчела создает мед. И думаю, что такого туриста будет много. Но главное, чтобы мы смогли подготовиться. Главное, чтобы большую работу, о чем я говорю. Про сертификацию вы сказали, да, кстати, это интересно, это касается маршрутов, а не... Нет, смотрите, что я имею в виду. Мы не можем разрешить сегодня нашему туристу поехать куда угодно. Все-таки мы несем за него ответственность. Да, мы должны, я когда сказал про просветительскую работу, объяснить нашим людям на селе, как нужно правильно, хотя, знаете, чтобы меня правильно поняли, в принципе, как встречать гостя абхазу лучше всех известно. Но есть какие-то моменты, которые нужно, мне кажется, разъяснить. И для того, чтобы в этом селе и глава администрации знал, что в его селе, вот в этих семьях могут быть туристы, чтобы, скажем так, правоохранительные органы района знали,
здравоохранение, чтобы понимало, что вот здесь есть люди, которым нужно будет В случае- Да, в случае он оказать- не обязательно чей-то родственник, но его Абсолютно, тоже, да, за ним тоже абсолютно. стоит кто-то. Абсолютно. И когда мы такую работу проведем, я думаю, что этот вид туризма будет хорошо развиваться в Абхазии, потому что наши села, обратите внимание, они еще и расположены очень близко к морю. Это не село, от которого 300 километров надо ехать в сторону моря. Наши гости, отдыхая в селе, могут сами посещать И на море, да, набережные, и на на- море съездить, да, но находиться, жить вот на селе. И по этой причине очень надеюсь, что этот проект мы сможем реализовать. Еще раз повторюсь, отклики очень хорошие. Я даже могу сказать, что ко мне на работу без имен, без фамилий приходил человек с одного села после моего первого интервью по этому вопросу и сказал, что он восстанавливает свой отчий дом. У него очень большая семья, дети живут в Сухуми, но он хочет, чтобы эта связь села с детьми, родового очага не потерялась, и потому большой дом строит новый. И обратился за помощью. Мы, к сожалению, скажем так, по стройке, по стройматериалам помогать не можем, но я ему обещал, и это обещание сдержу, что буду ходатайствовать перед премьер-министром для того, чтобы таким людям могли помочь. Потому что человек, который не хочет потерять свой родовой дом и строить заново еще больше дом в Он не своем просто селе. дом строит, как я поняла, а туристический объект будет. Вот представьте, что он мне сказал. Ему эта идея понравилась. Он сказал, я строю большой дом, помогите мне немного. И я тоже хочу участвовать в этой программе. Я хочу заботиться, принимать гостей и развивать сельский Вот туризм. прекрасный в селе. пример, Так как что такие примеры туризм есть. стимулирует развитие, да, и, Абсолютно верно. и сельского хозяйства, и сохранение села. Но, как мне кажется, вот этот импульс к развитию восточных регионов, районов Абхазии придает открытие аэропорта. Потому что это бесспорный невозможно не бонус. отметить. Это невозможно не отметить. Во-первых, помимо там развития Восточной Абхазии, вы представляете, это в первую очередь, наверное, мечта каждого гражданина Абхазии, скажем так, назовите это имиджем. Вы знаете, мы как любим свои атрибуты, да, флаг, герб, гимн. Я считаю, что в какой-то части аэропорт это тоже атрибут современного, развитого или Государства, развивающегося государства, к чему мы, конечно, стремимся. И большое подспорье как для развития туризма в целом в Абхазии, так и конкретно, безусловно, в Восточной Абхазии. Это аэропорт города Сухум, который принимает уже рейсы. Я недавно там бывал, обсуждали мы какие-то нюансы. У них тоже есть вопросы, к нам в первую очередь задают эти вопросы. Но надеюсь, что этот аэропорт придаст новый импульс развитию туризма во всей Абхазии. Но прямое авиасообщение уже с несколькими городами России, если вот Лаша говорила о том, что западная часть это ближе к границе и более развита, потому что, да, близость к границе в первую очередь, когда после войны эти районы стали восстанавливаться, то теперь прямое авиасообщение, 5 минут можно там добраться до... Я, кстати, слышал только положительные отклики от наших знакомых из Агудзеры, которые раньше приезжали, то есть они привозят детей на сборы, и им приходилось приземляться в Сочи, затем документы, Преодолевать границу, 2 часа еще. сначала стоять на границе, потом ехать без родителей, там маленькие дети, а сейчас они прилетели, и через 5 минут они уже на своей базе в поселке Агудзера. И это такая радость, это такие эмоции, человека распирали эмоции, когда он со мной разговаривал по этому То есть поводу. вот вам и бонус для вашей идеи, да, наверняка найдет отклик. Но хотела бы вернуться к сообщению о том, что был создан, да, совет по вашей инициативе, общественный совет. Он еще не создан. Ну, зачатки уже Да, зачатки — обсуждаются? это инициатива, которую я вот предложил нашим коллегам, опять же, сообществу, с кем я вчера встречался, экскурсоводов, туроператоров. Надеюсь, что в ближайшее время еще состоится встреча и с ательерами. Я вижу работу следующим образом. Я вообще не вижу работы, которая будет отдельно друг от друга. Мы должны вместе строить свою страну, развивать свое направление, особенно туристическое. И кто, как не они, люди, которые занимаются в поле, да, этой деятельностью, не будут большим подспорьем для министерства, когда министерство хочет реализовать ту или иную инициативу. И по этой причине мы, конечно, можем встречаться часто вот с большим количеством людей, профсоюзами и так далее, но мне кажется, было бы мобильнее, если бы у нас еще был совет, помимо этих встреч,
на котором мы могли вот представителей разных да, сообществ и министерства собираться и обсуждать то или иное направление, тот или иной проект, значит, ту или иную проблему, коих, к большому сожалению, немало. Ну, вот вы перечислили как раз Да, эти проблемы, в том числе это, конечно же, обсуждение нового закона или внесение поправок в существующий Да. закон. Плюс мне показалось вот что интересным, там речь шла и о QR-кодах на путевки. Вот Ну для да. нас это было новостью, что путевки Ну уже вот смотрите, вы с знаете, что QR-кодами вы реализуются. же, да, путевки реализуются, а теперь мы хотим пойти еще дальше, потому как в Абхазии бывает такая проблема, есть такая проблема с нелегальными экскурсоводами. Это значит проблема не только, значит, не граждан Абхазии, как принято говорить. Оказывается, и внутри Абхазии есть нелегальные экскурсоводы, которые вот таким способом работают не по правилам, не по закону, не Ну, уплачивают, аттестацию, да, во-первых, не не проходят проходили. аттестацию. и так Самоучки. далее. Да, самоучки. это- Я извиняюсь, секундочку, можем подчеркнуть причины, чтобы для общего понимания, почему нелегальным экскурсоводам, мы сказали в начале программы, что они наше лицо, что они первые, кто встречают, почему им нельзя работать без сертификата? Ну, в первую очередь надо отметить, что сертификат это целое, люди проходят обучение, потом сдают аттестационные экзамены. Мы же Знание, несем, как мы же минимум, несем истории. ответственность за то, что наши люди, наш экскурсовод говорит гостям, которые посещают Абхазию, чтобы гость, когда приезжал в эту страну, он понимал, где он находится, и получал достоверную информацию о стране, о культуре, о народе. А зачастую, это тоже нужно отметить, почему столько проблем вызывает вот нелегальное понятие экскурсоводов? Потому как эти люди очень часто говорят не то, что вообще есть на самом деле. Искажают нашу историю, наши традиции, культуру. Мы за это будем бороться, и никому как бы это уступать нельзя, потому как наша страна, народ, мы хотим развиваться, мы должны остаться в истории, и мы не должны потерять все то, что Ну, нам передали это тысячелетиями. В какой-то степени экскурсоводы, дипломаты, да, которые Конечно, представляют абсолютно нашу верно. страну. Они несут ответственность за то, что они говорят, и каждый должен понимать, у каждого свой заработок, но они должны точно Конечно. понимать, что они несут ответственность за то, что они скажут. Конечно. И вот про QR-коды, Да, о чем как вы это сказали, вообще будет вот работать и висеть, у работает? человека висит бейдж, допустим, где написано имя, фамилия, фирма, да, там компания, которую он представляет. Но по QR-коду проверяющий орган, допустим, у нас есть такие выездные рейды, Мгм. да, мы можем отсканировать, и любой может отсканировать, даже турист в машине, его QR-код и увидеть, допустим, у него экскурсия проходит на озеро Рица, да, по дороге, а у человека не сертифицирован этот маршрут, он не является, да, специалистом. То есть он Да. по-другому, может быть, Да, направление он решил по-другому может, да, поработать. поехать. И это будет вот нарушением, и турист может пожаловаться, сказать, а какая гарантия, что вы нам рассказываете, если вы не аттестованы. То есть QR-коды на путевке имеется в виду именно Не на экскурсоводов. путевке, уже на бейджах будут. На Хорошо. путевке они есть. А это сейчас как мы работает? добавляем на Расскажите бейджи. коротко. На Ну, путевке как это? На путевке действует? тоже проверяются, какие маршруты разрешены той или иной компанией для работы. Да, То есть допустим. это касается компании? Это компании больше касается, да. А сейчас это будет конкретно касаться уже и экскурсоводов. Потому как, еще раз повторюсь, тема нелегальных экскурсоводов не только людей, которые из-за границы приезжают. О них, вы знаете, какие сложности, и мы будем продолжать эту работу. Вчера мы обсуждали, да, предотвращать, значит, так, посещение нелегальных экскурсоводов из-за границы в Абхазию. Но и мы говорим и о том, что есть такие же ребята и у нас в Абхазии, которые вот должны соответствовать всем нормам и правилам работы в этом направлении. Вот я, в частности, их хотел подчеркнуть, потому что они несут большую ответственность, чем нелегалы Ну, из-за конечно, рубежа. Потому что, да, они наши граждане и должны, хоть мы друг друга должны понять. И... Ну, как минимум, да, они таким образом правильную информацию, а во-вторых, и налоги платить должны. Абсолютно. Это тоже для экономики очень Ну, важно. Вчера, кстати говоря, на этой встрече я позволил себе в такой дружественной уже атмосфере сказать: вы, коллеги, столько вопросов задаете, туроператоры, сообщество экскурсоводов, а вы будете ли вы против, если я запрошу данные у налоговой службы, какое количество налогов вы вместе заплатили в бюджет страны, чтобы мы понимали, да, о чем идет речь. У вас все время есть вопросы, То есть претензии. ваши просьбы соразмерны тем... Да, потому как, знаете, мы чуть-чуть Выплаты. все должны
быть более ответственными для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. А для этого нужно, чтобы бюджет пополнялся, чтобы мы могли прозрачно по-другому развивать система страну. работала. Да, Возвращаясь к Восточной Абхазии, у нас не так много времени Мгм. остается. Вот ваше видение про экскурсионные маршруты. Да, Вы я еще рассказали, сказал вы про сельский туризм. Я еще Да. хочу добавить, если вот позволите, это касается не только, безусловно, Восточной Абхазии. Одно из направлений еще это горный туризм. У нас вообще очень мало мест размещения, отелей в горной части Абхазии. Она не менее прекрасна, чем Но это прибрежная. заповедная Нет, территория. не обязательно, совсем не обязательно. Вы имеете в виду Нерицинский Нет, национальный парк? нет, что вы. У нас очень много красивых мест в горной местности, которые не являются национальными парками. Мы не хотим нарушать закон, тем более пропагандировать такие Не, ну вещи. есть Да? примеры в мире, когда и в заповедных территориях тоже Это с очень учетом Тяжело с условий. учетом Здесь нашей... о Кодорском пока- ущелье идет речь. Не только. Это тоже Это и Кодорское ущелье. территория Кстати, в Кодорском охраняемая. ущелье есть уже объекты размещения. Их буквально пару таких объектов существует. Но это может быть абсолютно где угодно. Вы знаете, я живу сам в Сухумском районе. У меня тоже небольшой отель на территории. Я сам там живу. Я понимаю, что такое отель в горах. И очень много людей ко мне приезжает, оставляют хорошие отзывы. Мы видим, как это интересно людям. А мне кажется, что если мы будем развивать горную часть Абхазии, мы увеличим количество туристов, которые... Есть люди, которые хотят отдыхать в горах от шума, от стресса, остаться наедине с природой, не хотят набережной, да. И вот для таких людей мы вот планируем программу. Мне она очень нравится. Вот мы хотим что-то скопировать от наших старших, так скажем, братьев Российской Федерации. В России, вот, например, развивается тема глэмпиньерства. Ей не так много лет, однако российское государство сегодня уже, значит, субсидирует эти направления. Человек, который решился строить, допустим, глэмпинг-объекты в горной части местности, российское государство может профинансировать в виде субсидии на строительство несколько глэмпингов. Вот мы думаем о том, почему бы нам не применить, не рассмотреть возможность создания такой программы. Вы же знаете, что у нас при Министерстве экономики есть, значит, программа Развитие малого и среднего среднего бизнеса. Есть при Минсельхозе программы поддержки сельскохозяйственных направлений. Вот нам нужно, я думаю, по линии Министерства туризма подумать, если мы говорим о новом направлении, как такую программу составить. Более того, извините, перебиваю вас, но буквально с 10 по 15 мы будем на большом форуме путешествий в Москве. И надеюсь, что со своими коллегами обсудим этот вопрос. Возможно, будем просить встроиться вот в такую программу для того, чтобы она тоже работала на территории Абхазии. Пользуясь возможностью, совсем мало времени у нас остается, хотела бы спросить, вы также в сообщении вот говорили о том, что к нам приедут туроператоры, Да. российские крупные туроператоры, с ними будете обсуждать вообще ситуацию в Абхазии, как они будут включаться в процессы. Расскажите Да, у нас коротко. в гости приезжают все крупные туроператоры, точнее руководство, не представители, а непосредственно руководство. С 19 июня 3 дня они будут здесь находиться, 20 у нас запланирована встреча. Безусловно, накопилось много вопросов друг к другу, наверное. И мы собираемся эти вопросы поставить перед нашими друзьями. Безусловно, мы благодарны за то, какую помощь они оказывают в виде увеличения туристического потока ежегодного. Но есть и проблемные вопросы. Вы слышите и вопросы демпинга и так далее. Все эти вопросы будем обсуждать. И очень надеюсь, что к будущему туристическому сезону никаких таких проблем в нашем обществе не будет. В общем, сообща будете решать эти Обязательно, проблемы. конечно. Это будет форум, это будет Это в будет каком деловой формате? завтрак в первую очередь, а потом мы планируем поездку по районам Абхазии, в том числе Восточную Абхазию, о которой я говорю, где мы будем непосредственно показывать то, что у нас есть, и предлагать развивать им дальше туристическую отрасль в этом районе. Вы же знаете, что есть прекрасные примеры сотрудничества между нашими гражданами и, допустим, туристическими операторами. Вот один из них, не хочу сейчас делать рекламу, но Тамыш Вилледж — это проект, вот именно реализованный туроператором, который вложил свои личные средства в объект размещения и договорившись с нашими местными бизнесменами. Мне кажется, это прекрасно, и мне кажется, такого рода проекты могут иметь продолжение в горной части Абхазии.
Астамур Умарович, спасибо вам большое. Лаша, наверное, на этом будем закругляться. Спасибо, что были с нами здесь в студии. Спасибо. Благодарим. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, у нас в студии был министр по туризму Астамур Лого. Мы говорили о развитии Восточной Абхазии и не только. На этом мы завершаем нашу программу.